С 9 по 11 сентября на Центральной площади 4-й раз прошел фестиваль «Читай Ижевск». Фестиваль не изменяет своим традициям, где главную роль по-прежнему играют люди читающие. Свои таланты показали как мэтры литературных жанров, так и любители, чье творческое вдохновение достойно внимания. Концепция «Чижа-2016» связана с Годом российского кино. Фестиваль гармонично объединил кино и литературу. Здесь каждый мог перевоплотиться в любимые образы киногероев, пройти актерские пробы. «Читай Ижевск» безусловно вышел за рамки своего названия. Фестиваль превратился в грандиозную творческую площадку по самым разным направлениям – мультипликации, ораторского мастерства, декоративного творчества и даже робототехники. Свой потенциал проявили взрослые и дети. Блеснули умом лучшие знатоки города. От души радовались успехам самые юные. В дружеской атмосфере каждый нашел занятие по душе, воплотил свои ожидания, получил заряд бодрости и хорошего настроения. В библиотеке сегодня это не просто книжное хранилище, это не просто выдача банальная книг. В библиотеке сегодня это очень интересный интеллектуальный досуг. В библиотеках происходят различные мастер-классы, различные лектории, дискуссии, много клубов по интересам, есть мультстудии, кукольные театры и много-много всего еще другого интересного. И мы вот все это многообразие, все это разнообразие представляем сегодня на нашем фестивале. На нашем фестивале «Читай Ижевск». Каждый найдет что-то для себя интересное. Новые книги, новых авторов, новых людей, новые интересы, новые впечатления. Я с удовольствием поздравляю вас с этим замечательным праздником, с открытием очередной раз проекта «Читай Ижевск». И уверен, что с каждым разом у нас все больше и больше будет единомышленников, потому что книга для человека – это основа знаний. Не зря именно мы с вами считаемся самой читающей нацией в мире, и мы должны сделать все для того, чтобы это так и оставалось в дальнейшем. Я тоже от души всех поздравляю, желаю всем всего самого наилучшего, счастья, здоровья, семейного благополучия и удачи. То мероприятие, участниками которого мы сегодня являемся, это огромное, серьезное событие в культурной жизни нашей Удмуртской республики. Мы, как взрослые дяденьки, как родители, как уже дедушки, понимаем важность книги в жизни любого человека. И в этой связи я хочу поблагодарить организаторов, наших коллег. Библиотеки города Ижевска сегодня очень современно, креативно работают с читателем. Дай вам Бог продолжать нашу совместную работу вот на таком же профессиональном уровне, который есть у нас сегодня в городе Ижевске. Психологически почти все они были рабами. Рабами веры, рабами себе подобных, рабами стишек, рабами корыстолюбия. Прошлую субботу пошел я в баню, но не ехать же, думаю, в Америку. Дают 2 номерка. Один за белье, другой за пальто с шапкой. А голому человеку куда номерки девать? Ему не было еще 40, но у него уже была дочь 12 лет и 2 сына гимназиста. Когда он был еще студентом 2-го курса. Теперь жена казалась в 1,5 раза старше его. Это была женщина высокая, с темными бровями, прямая, важная, солидная. По традиции на фестиваль приехали именитые российские писатели. Прошли творческие встречи и презентации.
Известная российская писательница Тамара Крюкова поделилась секретами писательского мастерства, рассказала о новых книгах и наградила победителей конкурса видеоотзывов. Замызганные дома, кривые улочки. И тут он увидел ее. Каждый год что-то усовершенствуется, и мне все очень нравится. И я очень рада, что повидалась сегодня с Тамарой Крюковой, это замечательный писатель. Так что ходите в библиотеки и всегда участвуйте в таких конкурсах. И я вообще... Будете так же счастливы, как я сейчас. Последние 2 дня для меня были сплошным праздником. Я очень рада, что вы пригласили меня в Ижевск на ваш веселый фестиваль с веселым названием «Чиж». Я вообще удивлена, как масштабно ваши библиотекари организовали его. Это, конечно, большое мастерство. Это настолько разнообразно, столько мастер-классов, столько улыбок, столько детей. Я в восхищении. Спасибо вам огромное. И я думаю, что я увезу этот праздник, это тепло, это ощущение Ижевска с собой, которое я запомню навсегда. Одним из ключевых событий фестиваля стал приезд известного российского писателя Алексея Иванова, который презентовал свою новую книгу «Вилы». На творческих встречах ижевчане задавали писателю разнообразные вопросы, в том числе о нашумевшей экранизации романа «Географ Глобус пропил». Я уже много раз бывал в вашем замечательном городе и не раз писал о нем в своих книгах, в частности в горнозаводской цивилизации и в книге «Увидеть русский бунт». Ну а сейчас я приехал, чтобы представить свою новую книгу, переформатированную книгу «Увидеть русский бунт». Сейчас она стала называться «Вилы». В этой книге тоже говорится об Ижевске. Эта книга рассказывает о пугачевщине, а в Ижевске, как известно, был сам Емельян Иванович Пугачев. Я представлю свою книгу и надеюсь, что жителям города будет интересно прочитать ее. Алексей Викторович, скажите, пожалуйста, вот насколько все-таки соответствует фильм и книга? Перевод из одной художественной системы в другую, то есть литературного языка на язык кинематографа, всегда сопряжен с определенными утратами. Разумеется, в фильме опущены некоторые сюжетные линии, опущено множество эпизодов, некоторых героев вообще нет. Кое-какие эпизоды трактованы иначе. Но к этому надо относиться спокойно. Тем более, что действие в фильме перенесено уже в 10-е годы, а у меня в романе действие было в 90-е, в самой середине 90-х. Вот, но я к этому отношусь спокойно, потому что главный критерий фильма – это чтобы сам фильм был хороший. Чтобы фильм был хороший и роман в нем был жив. В данном случае фильм получился замечательный, и я считаю, что это прекрасная экранизация. Мне она очень понравилась. Как я считаю, один из умнейших современных писателей России. И, безусловно, его роман «Общага на крови» мне, как представителю студенчества и человеку, который тоже живет в общаге. Это были вопросы и по истории, и по писательскому труду, и по отношению к современности. Самые разные вопросы, на все он давал очень интересные ответы. И в то же время естественные, живые. Еще одним почетным гостем фестиваля стал поэт и издатель Санкт-Петербурга Михаил Сапега. Он провел творческий вечер своего издательства «Красный матрос» и презентовал фотовыставку «Бутафорское счастье». Когда узнал, что здесь будет ярмарка и фестиваль книжный, еще не обрадовался. И вот я здесь с фотовыставкой, с новинками книжными. Впечатления самые замечательные. Благодарность тем, кто счел возможным мое пребывание здесь. Все, что находится вокруг нас вот здесь, это площадка комиксов на фестивале «Читай Ижевск». Вот здесь вот у нас представлены комиксы, например, финской художницы, которая приезжала сюда и которая проводит мастер-классы для финно-угорских народностей. Один из них вот здесь вот, например, мой комикс. Они на удмуртском языке. Меня зовут Аскольд Акишин, я приехал из Москвы, я художник-график. Рисую комиксы, оформляю книги. Комиксы, о которых мы говорили сейчас, супергеройские комиксы, используются ли они в школах, используются ли они при обучении? Конечно, нет. Конечно, классическая школа не просто не использует комиксы, она старается избегать этого. Потому что вот уже было сказано экспертами, что комиксы к нам пришли из Америки, а мы сейчас говорим о патриотизме, мы говорим о своей стране. Открытый микрофон – это площадка для тех, кто хочет почитать свои стихи, кто любит стихи, кто пришел со стихами, которые ему нравятся. И очень радостно, что в нашем городе есть много замечательных и молодых поэтов,
и людей пожилого возраста, любящих поэзию. Поэзия – это всегда замечательно. И вот Гомер молчит, и море черное витийствую шумит, и с тяжким рокотом подходит к изголовью. Есть в этом мире самый страшный миг, есть в этом мире самый страшный час, но это все неведомо для нас. Ради политики страна во власти попрошаек и нытиков, тех, кто на Запад равняется, позабыв про родную страну. Мы представляем очень интересные викторины, в которых могут принять участие все жители нашего города. Кроме того, у нас очень интересная выставка открыток «Маленькая Удмуртия в большом кино», где мы представили уникальные фонды нашей библиотеки, фонды открыток о Удмуртии, об известных актерах и актрисах российского уровня, которые так или иначе были связаны с нашей родной республикой. Кто злодея не боится, кто с чудовищем сразится? Я тому благодарю, двух лягушек подарю. И лобую шишку, пожалуй, не боится моего таракана твоего. Нам это мероприятие очень нравится, мы посещаем это всей семьей. Библиотека имени Горького создает мультфильмы. Моему сыну создание этого мультфильма очень нравится. Ему весело, интересно посмотреть результат, какой получается своим трудом. Порадовала гостей фестиваля и книжная ярмарка. Более 20 представителей издательств и книжных магазинов предлагали посетителям пополнить свои книжные полки новинками книгоиздания. Издаем как современные книжки с современными иллюстрациями, так и классические. Например, у нас есть замечательное собрание сочинений Роальда Даля. Великому английскому сказочнику в этом году исполняется 100 лет. Мы издали все детские книжки, их теперь 16 в нашем собрании, и они издаются с замечательными оригинальными иллюстрациями Квентина Блейка. Более полусотни мастер-классов прошло за 3 фестивальных дня. Быстро и грамотно читать, правильно говорить, создавать мультфильмы и делать красивые вещи мог любой посетитель площадки. Сегодня утром буквально я сделала обложку книги своей любимой «Маленький принц». Вот. И посетителям мастер-класса я предложила сделать то же самое. Давным-давно уже я этим не занималась, а сейчас мне просто я тащусь, мне очень нравится. Я планирую сделать классный коллаж на тему еды. Как будто это моя собственная новая книга, посвященная новым рецептам. Не только бумажные, но и живые книги могли почитать гости фестиваля, посетив живую библиотеку. Живая библиотека очень похожа на обычную, только книгами в ней становятся люди со своим неповторимым жизненным опытом. А вместо чтения здесь беседа. Люди подходят, спрашивают, интересуются. Это очень приятно мне. И вот такая вот книжка поэта из города Сараупола Зинаиды Сарсацких. Вот. Можно посмотреть с моими иллюстрациями. Мне очень приятно оказаться здесь и помочь ежевчанам уйти от реальности, получить новые знания, новые эмоции и с этими знаниями вернуться снова к себе в мир, в свой дом, унеся отсюда книги, унеся отсюда новые впечатления, которые они получают от наших приглашенных гостей, художников, поэтов, писателей. И мне кажется, очень важно, что есть такое пространство в городе, интеллектуальное, книжное, в котором можно осуществлять такие вещи. Спортивно-развлекательное мероприятие, очень серьезное. Звание чемпиона Ижевска, оно по игре «Что, где, когда», оно ценится, котируется, и, мне кажется, мы все получаем удовольствие от того, что происходит. Особому жанру книги и кино был посвящен 3-й день фестиваля, а именно фантастике. Безусловно, фантастика начинается с книг, с литературы, но она идет дальше, идет фильмы, идет в игры, идет
в нашу жизнь в виде всего того, что происходит с нами каждый день. Потрясающе было видеть детей, которые в одной руке держат книгу, которую они прочитали, и робот, которого они создали по мотивам этой книги. Сегодня я представлю вам робота по повести Кира Булачева «Пряники астероида». Этого робота зовут Посейдон. Это универсальный робот для разведки новых планет. Он состоит из 3 платформ. 2 лего-блока и 1 Arduino, который находится внутри и управляет LCD-дисплеем. Для меня фестиваль фантастики – это прежде всего фестиваль будущего, фестиваль профессионального будущего, профориентации. Мы привезли рассказы об Ижевске, написанные ведущими писателями-фантастами. И в первый раз мы слышим фантастические рассказы, действия которых происходят в нашем городе. Из той самой легенды гордость Ижевска. Иж – планета спорт. Он же Иж-ПС. И потому в народе пес. Самая быстрая серийная техника Советского Союза. 11 секунд до сотни. Я написал и фэнтези, и космические полеты. Человек пишет действительно интересно до тех пор, пока он чему-то учится. Потому что как только он начинает считать, что он научился всему и знает все, на этом, как писатель, он заканчивается. Впервые на 4-м фестивале ижевчане раскрыли свои творческие способности, участвуя в проектах «Нулевая строка», киномарафон «Ижевск читает» и поэтическом слэме. Гениальная идея сразу пришла ко мне. Я решил нарисовать собственного друга. Я так занялся этим делом, что успел нарисовать для него целый мир. Познакомились с новыми людьми, узнали интересные какие-то факты о книгах, и, в общем, было тоже очень увлекательно. Больше всего на этом фестивале нам понравилась лояльность и открытость людей. Люди очень дружелюбные, помогающие, и мы можем узнать много нового, это здорово. Я приехал на этот фестиваль, практически не зная о нем. И я очень был впечатлен декорациями, мастер-классами, различными играми, разными книгами. Тут огромное количество продавцов книжных магазинов и много-много интересного. Тут я нашел еще новых друзей. Главное книжное событие года объединило на площадке фестиваля более 12 тысяч любителей чтения. Мы говорим спасибо друзьям и партнерам, благодаря которым 4-й городской книжный фестиваль получился ярким и незабываемым. До новых встреч на ЧЖ 2017!